Мое выступление основано на общении с избирателями, хотя, в общем-то, не преследует какую-то предвыборную цель. Цель – это предохранить Госсовет от получения репутации структуры, которая слишком далека от народа и которая погрязла в каких-то своих делах. Я уверен, это не так. И думаю, то, что я скажу, будет правильно воспринято депутатами, то есть как руководство к действию, или, по крайней мере, не отменено как ненужная информация. Так вот, как это не может показаться странным, но более всего избирателей сейчас волнуют не столько дела пресловутой партии власти, сколько поступки так называемой оппозиции. В общем-то, в оценке деятельности так называемых оппозиционных партий, я за жизнь, Вера Игоревна, за жизнь в том числе и вашу. Так вот, фракция «Справедливая Россия» в лице вас, она не в большинстве, так что я продолжу. Так вот, граждане полагают, что дни, я практически цитирую, нынешней оппозиции практически сочтены, и никакой пользы, кроме как вред, нынешняя оппозиция обществу не приносит. Поясню, что имеется в виду. Я хотел бы здесь высказаться не только о «Справедливой России». Я, кстати, специалист по этой партии, сам состоял в ее рядах, написал книгу о социализме, чуть ли не единственную в стране, но оказался не ко двору, что называется. Так вот, я хотел бы сказать не столько о «Справедливой России», которая знаменита тем, что подарила республике столь неописуемого архангельского кандидата, который является то ли датско, то ли турецко подданным, то ли израильско подданным. Как она выражается о нас, цитата, «комяках», как она врет своим избирателям, произнося совершенно разные вещи об одном и том же здесь и у себя дома в Архангельске, это все видели и слышали. С этим политическим трупом все понятно, по крайней мере в республике Коми и в моем городе Ухта. Я не могу не сказать также о ближайших соратников эсеров, КПРФ, этих современных меньшевиках, если иметь в виду их партийную программу. Мы, конечно, не знаем, что там у себя в Архангельске говорит о нас господин Андреев, который тоже избирается от 2 регионов, и у нас бывает, как говорится, раз в год, но по обещанию. Надеюсь, он человек, по крайней мере, разумный. А вот по уровню двуличия его партия в республике приближается к абсолютному лидеру, борце за справедливость, гражданке Епифановой. Буквально вчера в новостях проскочила информация о том, что коммунисты, как говорил Ленин, тихой сапой, без объяснения причин отозвали свой законопроект о детях войны. У меня имеется документ, письмо господина Шулепова на имя Марины Дмитриевны об отзыве проекта этого закона. Вот сколько было шуму, сколько надежд было. Вот я лично знаком с членом городской организации КПРФ. Значит, он очень большие надежды возлагал на этот закон. Ну, теперь он, как и большинство людей, относящих себя к детям войны, считают себя обманутыми. Несмотря на то, что сколько листовок, газет было напечатано, в итоге все ушло, что называется, в пшик. Сколько стариков было обмануто, которые верили и ждали. Ну, а авторы, получив политические дивиденды, практически использовав завет своего основателя Владимира Ильича Ленина о том, что в политике нет морали, есть целесообразность, отрекламировались и выбросили эти надежды в мусорное ведро. Закон, оказывается, нужен он был только для предвыборного пиара, принимать его они и не собирались. Это становится очевидно каждому, кто прочтет предложенный КПРФ закон. Я его читал. Вряд ли на его написание ушло больше получаса. У меня даже появилось сомнение в том, подлинник ли это. Может быть, это фальшивка. Конечно, зачем тратить время на ерунду, если можно пустить это время на куда более нужное дело – стряпание статей, прославляющих партию на фоне проблем детей войны. Приведу один пример. Если в федеральном проекте детьми войны вполне логично считаются все, кому до окончания Второй мировой войны не исполнилось 18 лет, то наши коммунисты снизили эту планку до 13. То есть просто вычеркнули самых пожилых сейчас, тех, кому было в войну 14, 15, 16 лет. На кого в отсутствие родителей, воевавших или трудившихся на фронте, легло воспитание младших братьев, сестер, кто после школы шел работать в колхоз безо всякого юридического оформления, кто реально поднимал страну в первые послевоенные годы. Чем руководствовалась КПРФ?
Может быть, не брали в расчет 80-летних, понимая, что лишь немногие из них дойдут до избирательных участков, а значит, пользу партии не принесут. Или они действовали в духе Ежовского уголовного кодекса, разрешившего расстреливать с 14 лет. Есть еще одна версия. Она моя. Свой закон они даже не читали. Как там написал юрист-практикант, так и внесли. А сейчас поняли, что если этот закон начнут серьезно обсуждать остальные партии, то скандал перед выборами будет еще больше, чем сейчас, когда его отозвали. Вот именно такие черты, которые регулярно демонстрируют именно так называемые оппозиционеры, и называются людьми политическим двуличием. Но есть еще одна партия, которая мнит себя оппозиционной. Это ЛДПР. Михаил Анатольевич. Евгений Анатольевич, а можно к теме Привет ближе вам. все-таки? Можно к теме Эта партия ближе? выдвигает свой основной лозунг слияния с Коми с Архангельской областью либо Вологдой. Это, кстати, создаст проблемы в первую очередь столь любимому сыном юриста Жириновскому русскому населению. Почему? Мы потеряем статус субъекта программы развития, программы переселения. Будут, очевидно, направлены мимо нас. Потеряем бюджетные деньги. Возникнет проблема избыточного населения в Сыктывкаре в связи с потерей столичного статуса. Можно к теме ближе? В Сыктывкаре проживает 2/3 русских, значит, минимум 100 тысяч избыточных, 100 тысяч, 70 тысяч, собственно, русскоязычное, не просто русскоязычное, а русское по национальности населения. Русское по национальности. Это самые обездоленные, простые люди, нянечки, техперсонал, бюджетники, рабочие. Они встанут в очередь на переселение, увеличив очередь из Инты и Воркуты на 100 тысяч в целом. Из Инты и Воркуты в очереди стоит уже преимущественно русское население. То есть проблема увеличится, причем катастрофическая, именно у них, у простых русских людей. ЛДПР предлагает фактически уничтожение республики. То есть фактически речь идет об этноциде населения республики, русских, коми, украинцев. Наша задача не допустить этого. Наша задача рассказать об этом маразме всем жителям республики, донести до них эту угрозу со стороны ЛДПР во имя правого дела. У меня, в общем-то, есть еще что сказать, но поскольку, я думаю, это не последнее выступление, может быть, последнее до выборов, я приберегу это на десерт. Когда вы еще раз устанете, я еще раз выйду на трибуну. Спасибо вам за внимание. И я надеюсь, что мое выступление не останется без ответа, что оно будет традиционно оппонентами названо клеветническим. И я надеюсь, что все-таки в подтверждение тезиса о клевете, которую я якобы высказал с этой трибуны, прозвучат, ну хоть наконец-то прозвучат реальные аргументы. Вообще нынешняя оппозиция, мне кажется, должна покаяться. Тут на последнем эфире на Юргане сегодня представитель «Справедливой России» сказал о том, что он снимает себя из эфира и уходит, только куда не сказал. Я так думаю, что путь известен. Стройными рядами в сточную канаву истории. Там вам место. Спасибо за внимание. Евгений Анатольевич, ну вот если были депутатом Госсовета, лишила бы слова. Честное слово. А я не по теме. Буду сидеть на месте Веры Игоревны. Не по теме.